Традиционные институты военной культуры черкесов и их трансформация в период с раннего Средневековья по 30-е годы XX века. Такова тема докторской диссертации Асланбека Мирзоева. Асланбек Султанович – выпускник исторического факультета Кабардино-Балкарского государственного университета. В разные годы работал старшим научным сотрудником, заведующим выставочным отделом Национального музея КБР. В 1997-м окончил аспирантуру Института этнологии и антропологии имени Миклуха Маклая и защитил кандидатскую диссертацию по теме «Институт наездничества у черкесов в XVIII – первой половине XIX века». Асланбек Мирзоев – герой Абхазии, доброволец. Целью диссертационной работы ученый ставил исследование исторического опыта милитаризированного образа жизни черкесов, генезиса и развития адыгской военной культуры, формирующих ее традиционных институтов и связанных с ними социальных явлений. Исследование данной темы имеет большое значение для понимания историко-политических и социально-экономических процессов, происходивших на Центральном и Северо-Западном Кавказе в период Средневековья и Нового времени. Традиционная предрасположенность черкесов к военной деятельности сыграла значительную роль в жизни черкесской зарубежной диаспоры. Она также имеет не только научно-познавательное, но и практическое значение. Специфические комплексы духовных представлений, способствовавшие развитию характерной для северокавказских этносов воинственности, продолжают сохраняться и ныне в психологии этих народов. Это проявилось в частности в военно-политических конфликтах, имевших место в 90-х годах 20-го столетия на территории бывшего Советского Союза, в Республике Абхазия и Чеченской Республике. Изучение традиционных институтов у разных этносов – одно из приоритетных направлений кавказоведения. Начатое до революции исследование традиционных институтов народов Кавказа было продолжено в советское время. Были проведены крупные разработки как общетеоретического характера, так и посвященные отдельным народам. Ввиду обширности понятия «военная культура» в рамках диссертационного исследования мы не ставим целью изучения материальных аспектов этой культуры, а что касается духовных аспектов этого явления, то, как уже было сказано выше, мы ограничиваемся рассмотрением основных, главных традиционных институтов военной культуры и связанных с ними явлений. Реализация поставленной цели предполагает выполнение следующих задач. Представить, какое влияние на формирование военной культуры оказали внешнеполитическое, природно-географические и социально-политические условия существования черкесов. Заключение от ведущей организации Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований зачитала кандидат исторических наук Нала Касландзе. Традиционные институты военной культуры черкесов относятся к явлениям, вызывающим устойчивый научный и общественный интерес. В последние десятилетия в отечественной историографии сложилась устойчивая традиция их изучения. Однако в свете переоснащения профессионального инструментария этнографа-исследователя возникает необходимость взглянуть на историю военной культуры адыгов по-новому, расширить исследовательское поле с тем, чтобы реконструировать многообразный и сложный, порой противоречивый процесс трансформации традиционных институтов черкесов. Представленное на защиту диссертационное исследование Мирзоева по постановке проблемы ориентировано на исследование процесса трансформации традиционных институтов военной культуры черкесов на протяжении длительного исторического периода. Обосновывая научную актуальность темы, автор сосредоточил внимание на значимых изменениях, происходящих в теоретико-методологических основаниях современного исторического знания. После ответа соискателя ученой степени выступил первый оппонент Владимир Александрович Дмитриев, доктор исторических наук, профессор из Санкт-Петербургского госуниверситета промышленных технологий. Две основные публикации ученого: монография «Пространство и время в традиционной культуре народов Северного Кавказа», изданная в Нью-Йорке в 2001 году, и монография «Отношение к пространству и времени в культуре народов Северного Кавказа», изданная в Петербурге в 2009. Мы имеем дело с работой на интересную, важную и трудную тему. Предпочитаю ее в данном случае рассматривать как труд по отечественной истории и полагаю, что изучение традиций адыгов, одного из народов Северного Кавказа и современной России, является частью нашей общей гуманитарной науки.
Огромная важность темы данного диссертационного сочинения состоит в особой проблеме этнографического познания, как исследовать и актуализировать к сочинению установки традиционной культуры, в целом опирающейся на правила архаики и в большинстве своем сложно понимаемыми нашими современниками, но тем не менее никогда не остающимся без внимания. Тема военной культуры, предлагаемая в аспектах этнической истории, относится именно к такому кругу проблем, где этнографы погружены в проблематику таких неизбежных спутников цивилизации, как вооруженное насилие, война, социальные конфликты в их открытой стадии. После ответа Асланбека Мирзоева к трибуне вышел второй оппонент Самир Ходко, кандидат исторических наук, ведущий научный сотрудник отдела этнологии и народного искусства Адыгейского республиканского института гуманитарных исследований. Он назвал диссертационную работу Мирзоева обобщением его более чем 30-летних исследований по данной проблематике. Казалось бы, предмет исследовательского интереса Мирзоева расположен в том историографическом поле, которое всегда привлекало внимание историков и этнографов, занимающихся Кавказом. Военная культура адыгов тем более избалована, в кавычках, вниманием. Это и большие парадные, тоже в кавычках, нарративы, созданные крупными военными историками Российской империи. Значительное внимание было задано тем, что путешественники, официальные лица, профессиональные историки XIX века, а это было столетие стремительного территориального роста Российской империи, прежде всего обращали внимание на военный потенциал и военную культуру тех народов, с которыми так или иначе, с разной степенью интенсивности сталкивалась военная машина и бюрократия Санкт-Петербурга. В этой связи сложилась очевидная диспропорция в исследовании черкесской культуры, которая представлялась как исключительно воинственная. Можно сказать, что это отдельная проблема для историка и этнографа суметь выявить такие аспекты и грани явлений и процессов, которые позволят обосновать актуальность обращения, казалось бы, хорошо знакомой проблеме. Третьим оппонентом Мирзоева стал Омар Ман. После ответов соискателя всем оппонентам и научной дискуссии ученый совет единогласно принял решение о целесообразности присуждения ученой степени доктор исторических наук Асланбеку Мирзоеву. Элеонора Гилаян, Валерий Квиквискири, Абаза ТВ.